думаю о том, что простые люди в Чечне страдают от той политики, которая проводилась в России в последние годы. Самыми главными союзниками России являются армия и военно-морской флот. Ну, это шутка. Вот бандиты такого рода, чем они лучше, чем нацистские преступники? Мы освобождаем чеченский народ от этой заразы и исходим из того, что мы обязаны это сделать в интересах самого чеченского народа и других народов Российской Федерации. Мы постоянно подчеркивали и подчеркиваем. Все наши действия направлены на то, чтобы минимизировать эти потери. На самом деле никаких крупных потерь среди мирного населения не было и нет. У меня вообще нет никаких негативных чувств по отношению к Чечне. Меня вообще ничего не злит и совершенно ничего не раздражает, когда я думаю о Чечне. Трудно назвать этих людей людьми. Их даже зверями назвать нельзя. Если это звери, то бешеные. Это вызов уже не государству. Это вызов народу. И поэтому ответ должен быть соответствующий. Он должен быть сверхжестким. Когда я думаю о Чечне, я думаю прежде всего о том, что чеченский народ стал жертвой международного экстремизма. И думаю о том, что простые люди в Чечне страдают от той политики, которая проводилась в России в последние годы. Ведь хочу обратить ваше внимание на то, что Чечне была предоставлена де-факто, я хочу это подчеркнуть, де-факто, полная государственная самостоятельность с 1996 года. Кстати сказать, за все эти годы территорию Чеченской Республики покинуло 220 тысяч русских. Представьте себе только эту цифру. И 550-600 примерно тысяч чеченцев. Они все проголосовали ногами, они все бежали от этого режима. Потому что все эти годы там не работали школы, там не работали больницы, поликлиники, людям не платили заработную плату и пенсии. Несмотря на то, что Россия перечисляла все эти средства в Чечню для социальных выплат. Все было украдено. Абсолютно все. Люди не могли жить в таких условиях. Конечно, получается, что у нас разные цифры. Не одна цифра, а Аслан Алиевич, значит, в 6 раз меньше. Меньше эта цифра. Откуда, как эти денежные потоки идут? У нас механизм просто не выработан. И эти деньги куда-то черту утекают. Выделено 800 миллиардов, а здесь в Национальном банке оказалось 120 миллиардов. Куда остальные деньги ушли? Черт его знает. Вот и надо с этим делом, конечно, капитально разобраться. Несмотря на то, что Россия перечисляла все эти средства в Чечню для социальных выплат. Все было украдено. Абсолютно все. Люди не могли жить в таких условиях. Я уже не говорю о буквальном геноциде русскоязычного населения, о массовых расстрелах и истреблениях, о расстрелах на площадях. Но, как вы знаете, этим же не закончилось. Все это, я бы сказал, безответственное отношение всех органов и ветвей власти в России к тому, что происходило в этом регионе нашей страны, привело к тому, что бандиты обнаглели окончательно. Им стало недостаточно той территории, на которой они находились, и они перешли к более решительным и более агрессивным действиям. Летом прошлого года, как вы знаете, а если не знаете, часто я сталкиваюсь с тем, что западный читатель и зритель не знает этого часто. Я бы хотел, чтобы это обязательно прозвучало в эфире. Летом прошлого года было совершено неспровоцированное никем и ничем нападение на республику Дагестан, на соседнюю с Чечней республику Дагестан. Это крупномасштабное вторжение. Было осуществлено большой группой лиц, несколько тысяч человек с тяжелым вооружением. Они пришли на территорию республики Дагестан, тоже, кстати, мусульманской республики, и прямо провозгласили цели, с которыми они пришли. Они ведь пришли на территорию Дагестана не для того, чтобы отстаивать независимость Чеченской республики. Они прямо сказали, что они пришли в Дагестан для того, чтобы отторгнуть от российской территории дополнительные территории, от Российской Федерации дополнительные территории и образовать новое огромное государство от Черного до Каспийского моря.
по сути своей, это прямая агрессия. Есть вещи, которые нельзя забывать и которые нельзя переврать. Дагестан объявлен независимым исламским государством. А после того, как их многократно с территории Дагестана выбили, прежде всего выбили благодаря прямому участию в боевых действиях местного населения, которое с оружием в руках начало защищать свои дома, бандиты совершили нападение на жилые дома в Москве, Волгодонске, других крупных регионах и городах Российской Федерации. И как бы в знак возмездия взорвали и уничтожили почти 1500 мирных жителей. Дагестанная война началась от того, что она была подготовлена спецслужбами России. И в качестве начальной приманки туда они заманили дагестанца Багаудина, который жил в Урс-Мартане как беженец. Мы его отговаривали вначале, но уже в конце июля он ушел туда. И где-то человек 200, эти дагестанцы, все ушли. Это Цумадинский район, это его родина, туда ушли. Когда они туда уже пришли, то уже сразу следом началась провокация. Они пошли со своим оружием, вещами, но совсем ушли. Туда они подтянули милицию, там еще десант вроде ОМОН высадили, но мелкий так, как говорится, раздразнить. Потом у них пару стычек произошло, и после этого крупные войсковые части подтянули по горам, десант посадили, их окружили. Конкретно там уже бой начался, война началась. И они нам, прислали, нам прислали, людей, делегатов. И попросили помощь. В общем, так пришли мы. Потом второй раз они в Карамахе, Чабанмахе, там началась бойня. Через день или второй день опять пришли, сказали, помогите, там у нас больше 700 женщин, детей, они их не упускают. Мы, ладно, там сражались мужчин, но они женщин, детей не упускают, убивают. Помогите, Бандиты совершили нападение на жилые дома в Москве, Волгодонске, других крупных регионах и городах Российской Федерации. И как бы в знак возмездия взорвали и уничтожили почти 1500 мирных жителей. Немаловажную роль сыграл ли еще и взрывы в Москве, зданий, домов, жилых домов, когда начали взрываться в Москве жилые дома и во многих населенных пунктах. И самое главное, как вовремя. Да, и я бы хотел узнать еще ваше мнение по этому поводу. То есть до сих пор они, хотя говорят, что здесь и чеченцы взрывали, до сих пор нет ни одного фактора, где не было представлено ни одного фактора, когда бы не поймали конкретно никого, кто бы взрывал эти дома. Я лично удивлен тем, что русские до сих пор, не нашли там чеченцев. Потому что по современной методике пыток, которые русские применяют в концлагерях, в первую очередь против чеченцев, по этой методике пыток давно пару тысяч чеченцев признались, что они совершили эти взрывы. И также, я думаю, даже признались бы, что они в свое время убили даже Александра Македонского. Я удивляюсь, почему до сих пор еще никто не признался. В одной из перехваченных телефонных записей вы предлагаете взрывать 9-этажные дома в Донецке, чтобы не пропустить в город силы АТО. В 1999 году схожим методом были взорваны жилые дома в Москве и готовился такой же взрыв в Рязани. Об этом мне говорил Борис Абрамович Березовский в Лондоне. Удивительным образом фоторобот одного из этих московских террористов совпадает с вашим лицом. Тем более, что было много расследований о причастности ФСБ к взрывам жилых домов в Москве и подготовке теракта в Рязани. Вы участвовали в спецоперации ФСБ по взрыву жилых домов? Скажите, я дома не взрывал, скажите. Я дома не взрывал, естественно. Значит, я таких обвинений слышал десятки. Особенно в период наших тяжелых событий во время нашей борьбы с терроризмом на Северном Кавказе. Я при этом всегда руководствуюсь интересами российского государства и русского народа.